Урок номер 35. Легенда об озере Маркополь. Вы научитесь слушать, читать и понимать текст, пересказывать его по картинному плану, использовать слова, которые обозначают признак действия, интереснее, важнее, труднее, приятнее, составлять сложные предложения с союзом «а». Упражнение 1. Посмотрите видео, где находится озеро Маркополь. На что оно похоже? Сколько рек из него вытекает? QR-кодты қосып видеоны қараймыз. Сұрақтарға жауап береміз. Озеро Маркополь – одно из красивейших озер Восточного Казахстана. Оно имеет овальную форму и похоже на зеркало. Вода в нем прозрачная и чистая. В Маркополь впадает много рек. Вытекает только одна река – Калжир. Озеро находится в горной местности. Все побережье покрыто лесом. В водах Маркополя много рыбы. Озеро Маркополь является частью Маркопольского государственного природного заповедника. Озеро Маркополь находится в Восточном Казахстане. Имеет овальную форму, оно похоже на зеркало. Вытекает одна река – Калжир. Упражнение 2. Прочитайте легенду, придумайте заголовок, назовите тему. Мәтінді оқимыз, мәтінге ат қоямыз. Не туралы айтылған? Давным-давно это было. В долине между гор был небольшой чистый родник. На водопой к нему ходили овцы. Их пасли отец и сын. В этой отаре был ягненок Марка. Однажды ягненок подошел к роднику и начал пить воду. Вдруг он стал тонуть. Мальчик увидел это и бросился спасать ягненка. Но у него ничего не получалось. Мальчик позвал отца. Они стали вместе тянуть ягненка и спасли его. А вода из родника залила все вокруг. Так появилось озеро, его назвали Маркополь. Бұл баяғы заманда болған екен. Таулардың арасындағы аңғарда кішкентай мөлдір бұлақ болыпты. Қойлар осы бұлаққа су ішуге келеді екен. Оларды әкесі мен баласы бағыпты. Осы отарда Марқа деп аталатын қозы болыпты. Бір күні қозы бұлаққа барып су іше бастайды. Кенеттен ол бата бастайды. Бала мұны көріп қозыны құтқаруға ұмтылады. Бірақ оның қолынан ештеңе келмейді. Бала әкесін шақырады. Олар қозыны бірге тартып шығып құтқарып алады. Ал бұлақтан шыққан су айналаның бәрін басып кетеді. Осылайша көл пайда болыпты. Оны Маркополь деп атапты. Теперь выполним задание. Придумайте заголовок. Легенда об озере Маркополь. Тема текста. Происхождение озера Маркополь. Что мы знаем о ягненке Марка? Из текста. Это был ягненок из отары, который пасли отец с сыном. Он был небольшим, так как начал тонуть в обычном роднике. Именно из-за спасения этого ягненка, по легенде, и образовалось озеро. Интересный факт. Само слово «марка» в казахском языке обозначает ягненок, рожденный весной, которому исполнилось полгода. Слово «көль» означает озеро. Таким образом, название Маркополь буквально переводится как «озеро весеннего ягненка». Упражнение 3. Перескажите легенду по картинному плану. Начните со слов. Ребята, а вы знаете, как появилось озеро Маркополь? Я вам сейчас расскажу легенду. Давным-давно это было. В долине между гор был родник. На водопой туда ходили овцы. Их пасли отец и сын. Однажды ягненок подошел к роднику и начал пить воду. Вдруг он стал тянуть. Мальчик увидел, бросился спасать, но у него ничего не получилось, и он позвал отца. Они вместе стали тянуть ягненка и спасли его. Упражнение 4. Подумайте, определите, легенда – это текст повествования или текст описания. Продолжите предложение. По моему мнению, это текст повествования, потому что рассказывается о последовательных событиях.
К тексту можно задать вопрос, что произошло. Используются слова давным-давно, однажды, вдруг. Поэтому это повествование. Упражнение 5. Прочитайте предложение, в каком предложении действие описывается, а в каком оно сравнивается. Чем отличаются выделенные слова. Аян рассказывал как. Интересно. Нурсултан рассказывал как. Интереснее, чем Аян. В первом предложении описывается, во втором сравнивается. Упражнение 6. Составьте предложения. Напишите в тетради те предложения, в которых действия сравниваются. В тетрадь будете переписывать те предложения, которые написаны жирным шрифтом. То есть, ту задачу решить труднее, понимать правила важнее, дарить подарок приятнее, без сестры стало скучнее. Только эти предложения будете переписывать. Упражнение 7. Составьте по образцу сложные предложения, напишите их в тетради. Образец. Важно любить природу, а беречь еще важнее. Выучить стихотворение трудно, а рассказать его труднее. Смотреть фильм интересно, а читать книгу интереснее.